Добрый день. Воскресенье. Неожиданный ракурс. Впервые вижу мэра Михальчука за рулем служебного джипа. Водитель оставлен в гараже. А мэр со своими заместителями едет для того, чтобы на месте лишний раз разобраться, хотя бы с частью городских проблем. Таким образом, выходной день для самого градоначальника и двух его заместителей получился почти что рабочим. Вообще, как часто удается? Тут вообще по жизни-то бываете, нет? Редко, Удастся? только тогда, когда проводятся работы, когда идет благоустройство, когда какое-то массовое мероприятие к нему подготовка идет. Поэтому в основном по делам. Отдыхать, к сожалению, нет. Вообще, я должен сказать, нисколько, так сказать, не в виде комплимента, а просто как констатации факта, что за последние годы с парком, конечно, он разительно изменился. Просто то, что было, и то, что стало, вообще невероятно. Хотя тут тоже, я так понимаю, проблемы есть вот в том же самом танцполе. Проблема появляется тогда, когда обращаешь внимание. Живем, значит, и появляется необходимость решать те или иные вопросы. Мы ищем инвестора для того, чтобы закончить эксплуатировать его. Мы готовы долю городскую, которую мы вложили в него, вложить как действительно долю города и инвестора, который бы его довел до ума. Сегодня для того, чтобы довести, по сметной стоимости нужно еще порядка 8 миллионов рублей. Серьезно? Да. В бюджете нет? Нет, в бюджете сегодня стоят немножко другие планы. Таких планы, на которые нужны средства, социальные объекты, жилье, благоустройство. А это коммерческий объект, который может при наличии нормального инвестора может работать, быть завершен и работать на хозрасчете. Ну вот это не единственный строящийся объект, насколько, вот если иметь в виду 12 число в праздник 37-я школа будет сдаваться ведь, вечернее многострадальное. Да, но вы знаете... А насколько, лет 10, наверное, тонуло ведь, да? Да, дело в том, что самое главное, что тут я хочу сказать спасибо нашим строителям, домостроительному комбинату, персонально. Хоть, может быть, больше ругаю, чем хвалю своему заму Трескову, потому что был найден вариант взаимовыгодного участия строителей. Мы отдали площадку ДСК. ДСК выстроил высотный жилой дом, а первый этаж по небольшой цене, 12 тысяч за 1 квадратный метр, это недорого, при чистой отделке. Значит, отдала городу, вот именно под вот эту школу, где будет, в народе называемой вечерней школой. Безусловно, вот мы с вами сейчас видели, во-первых, там 7 учебных комнат, есть актовый зал, библиотека, кабинет даже психолога и так далее. Есть необходимость еще довести до ума, там нужна пожарная сигнализация. Но главное, что стены есть, кабинеты есть, мебель наше управление образования обеспечило. Я думаю, до Нового года будет доведено до до начала учебного года, доведено до нормального состояния. Сегодня все-таки государственный праздник, политический праздник, поэтому политические вопросы, наверное, тоже уместны. Единая Россия, руководителем региональной организации, которой вы являетесь, предлагает, для нас вопрос тоже актуальный, правда, в будущем году будет, когда будет, например, Вилтумен, потом пойдут собрания, депутаты в Горсовет и так далее. Предлагают очень сильно поднять избирательную квоту, вернее не квоту, а залог, который партия политическая должна будет вносить в избирательную комиссию с тем, чтобы ее зарегистрировали, допустили. И получается, что, если по республике, например, считать, то получается, что партия для того, чтобы участвовать в выборах, 15 миллионов, должна внести. Это немножко так, как вы думаете, кого-то отсекать будет, что будет? Я думаю, что это нормальное явление. Просто, разве сейчас меньше тратится на это? Эти суммы тратятся не меньше, просто ищутся какие-то схемы, стараются каким-то образом скрыть свои источники. Зачем? Если ты поддерживаешь ту или иную партию, официально и поддерживай, если ты богатый, перечисляй в фонд, залоговый фонд необходимые средства. А если мы с вами, обманывая друг друга, называем фонд маленький, на самом деле тратим в 10 раз больше, зачем? Я считаю, партия должна стоять открыто на своих принципах, на тех людях и организациях, которые ее поддерживали, которые в нее входят. И я думаю, это правильно. А меньше
меньше не использовали никогда при выборных кампаниях. Поэтому, я думаю, это наоборот наша партия «Единая Россия» поставила правильно. И не с целью кого-то там ограничить в участии, а дело в том, чтобы легализовать и открыто показывать все свои фонды. А вот если кто-то попытается обмануть, то на то есть вплоть до уголовной ответственности. Поэтому я считаю, это правильно, открытая выбранная компания, открытые средства, которые должны в соответствии с законом пользоваться. И хватит, если вы хотите участвовать в выборах и в политической борьбе. Буквально в субботу вы вернулись из Хабаровска, где были, ну, я так слышал, у Исхакова, у полномочного представителя, если не секрет, о чем шла речь, какое это все-таки, как сказать, городское событие будет, вернее, выход на город, либо это на Единую Россию? Ну, во-первых, были такие темы подняты. Я пригласил, как руководитель города, на наш городской ИСЭХ. Я знаю, что он приедет только на Республиканский, не к нам, но это все равно в город. Пусть даже это будет Республиканский в Сунтарах в связи со спартакиадой, но это очень хорошее явление и хороший знак. Второе, обсуждались проблемы, учитывая, что там был форум матерей Дальневосточного округа, обсуждался вопросы, как поддерживать матерей-одиночек, детей, в первую очередь беспризорных, сирот. Как раз вот то, что было основным вопросом, предметом разговора и обсуждения на этом форуме матерей. Третий вопрос касались вопросов национальных проектов. Речь шла о том, что как все-таки усилить инвестиции в строительство жилья в городе в рамках доступного жилья, как все-таки возродить при софинансировании со всех уровнях программу сноса ветхого и аварийного жилья. Вот. Далее я проинформировал его по тем проблемам, которые в городе в связи с этими арестами, со всеми этими уголовными делами. Какая реакция его была? Ну, я видел, что полпред владеет ситуацией, владеет информацией, но и я должен был, как руководитель, который также несет ответственность за даже те деяния, которые, казалось бы, совершаются конкретными людьми, а не всеми вместе. Поэтому это был мой долг, и я считаю, что отдельные отдельные вопросы показали о том, что действительно я попытался информировать это не с точки зрения на все быстро кампании, как в 1937 году будем бороться с коррупцией, с врагами народа, а в общем-то и о перегибах и нарушениях, как в следственных действиях, так и в общем-то в позициях, в отдельных руководствах республики, в отдельных прокуратуры республики. Поэтому, в общем-то, я должен был это довести и считал это необходимым, что и сделал. А там какие-то движения новые, какие-то вещи появляются вот в связи с этим следствием? То есть когда... Да, конечно, появляется. Официально станет известно, что к чему? Вы знаете, да просто объявив войну с коррупцией, вдруг наши следственные органы желаемое пытаются выдать за действительное. И поэтому, когда они находят подтверждение, стараются вот этими вот содержанием под стражей замов выдавить нужные им показания. А я считаю, что это неправильно. Или говорить о том, что продлить той же Николаевой срок содержания под стражей еще на 2 месяца через суд, пользуясь тем, что, или вернее, аргументирует это тем, что она может, находясь на свободе под подпиской, уничтожить какие-то документы. Какие документы? Все документы давно изъяты. Это от лукавого. Или аргументировать в суде, что Петрова нельзя выпустить из-за того, что он может скрыться. Куда Петрову скрываться? Куда? Глупости. Это люди, родившиеся на этой земле, имеющие детей, внуков, и вдруг это самое. А по отношению к Попову вообще информация неблагонадежного человека, который в бегах был, вдруг стала предметом взятия его под стражу. А сейчас, видя, что этого не хватает, начинают дальше просто, используя нажим,
выдавливание той информации или тех показаний, которые выгодны для следствия, а не выгодны для поиска истины, я считаю, это неправильно. Поэтому, конечно, можно было сейчас сидеть, ждать тихо, к чему придет. Я считаю, что с точки зрения применения этой меры пресечения, как взятие под стражу, это беспредел. И не стесняюсь об этом говорить. Ну, парк, главное, что он ожил. И главное, что сюда стали люди ходить. Раньше все-таки тут немножко такое криминальное место было. Сейчас более-менее нормально. А что будет дальше? Ну, во-первых, у нас его сделан парк, сделано план его развития с зонированием. То есть есть 4 зоны его развития. Каждая из зон, начиная вот с конца, а здесь более 300 гектар общий парк. Да, огромный. Я как-то один раз для того, чтобы представление получить, перед тем, как утверждал план его развития, решил его обойти. Вот для того, чтобы мне его обойти, мне потребовалось по периметру порядка 1,5 часов. Но зато я представление получил, где пожоги были, где свалки, где мусор, где затоплено, да. И вот сегодня проблема в том, что сегодня надо не только центр, а идти вглубь и в соответствии с этим зонированием сделать его живым, сохраняя в основную его достопримечательность хвойный лес, сделать его живым на всей его территории. В зависимости от желания, будь то там детские, да. Место. В любом случае, все равно освещение, место, где можно спрятаться от дождя, просто посидеть в одиночестве. Здесь мы с вами, это была площадка для подосохи, мы ее ремонтировали, делали, благоустраивали. Поэтому я считаю, что парк, если мы хотим, чтобы он был притягателен, то он должен постоянно развиваться, постоянно иметь проблемы, которые надо решать. А город парком станет когда-нибудь, нет? Хорошего. Я понимаю, что провокационный в определенной степени. Нет, Сергей, вопрос. что вы, я хотел бы это видеть. Откровенно говоря, при наличии хорошей научной базы, опыта в вопросах посадки, выращивания культурных растений, деревьев, кустарников, конечно, мы не научились еще. Если садить, то не научились ухаживать. Если ухаживать, то не научились сохранять в зимний период. Хочется, и очень сильно хочется, чтобы Якутск стал, наконец, городом-садом. Мы все ведь так приучены все и сразу, хотя в душе-то понимаем, что так бывает только в сказках или в стихах, про тот самый город-сад. До свидания.